Приветствую! Вы смотрите программу «Твои люди Якутия». Я Максим Кардозу, и у нас сегодня очень интересный гость из Калининграда, наш земляк Нюргун Тарасов, начинающий комик, лидер молодежного движения, владелец тату-салона. Нюргун, приветствую тебя. Здравствуйте. Да. Ну, давай вначале расскажи все-таки, где ты родился, где ты вырос, немножко вспомни о своей родине. Я родился в городе Якутске. Каждое лето я ездил к бабушке в Татинский улус, в деревне Волба. Вот. Меня там растили, бабушка с дедушкой, а мои родители были студентами. Мой дед был кадровым охотником, а бабушка больше 40 лет работала воспитательницей в детском саде. Я каждое лето, получается, ездил на сенокос, на уток охотился. Я помню, как каждое лето собирал, почему-то делал лук. Лук такой традиционный, классический. И стрелял так. В 6 классе пошел на стрельбу из лука. Ну, то есть ты с детства охотился, да, там они тебя привлекали к какой-то работе? Да, ну, к работе, к такому физическому труду. В 3 классе я занимался футболом. Ходил к своему дяде в Дохсуне, к Захару Захаровичу Дегтяреву. Потом я начал заниматься стрельбой из лука. Вот около 2 лет я походил. Потом я решил пойти в масс-рестлинг. Тоже 2 года походил, мне понравилось очень. И всегда активно бегал. Потом я начал активно заниматься волейболом. Ну, это я про школу сейчас рассказываю. И параллельно ходил на бокс. Все сразу? По очереди, не все сразу. Волейбол и бокс, да, это было параллельно. Потом, ну, понимаете, это все как-то совместилось, и я как будто занимаюсь тем, чем мне нравится. Причем в школе Нюргун увлекался не только спортом. Вот редкие кадры его декламации стихов Семена Данилова. Сахам мандар сангата. Если говорить про школу, ты стал президентом школы, да? Вот расскажи, что такое такой лидер? Ну, лидер ученического совета должен делать то, что нужно, что он обещал в своей предвыборной кампании и что вообще хотят дети. Ну, немножечко улучшить комфортность, добавить эквайринг в столовой, что я и сделал. Эквайринг в столовой — это что такое? Бесконтактная оплата карточкой, а там не было такого. Вот. С моим появлением это появилось. Достижение, да? Достижение, реально. Вот. Коммунарские сборы у нас долго не было, что мы провели. Это когда приходят ребята из ППО СЛФУ, ну тогда не обязательно они, но они пришли и провели. И это все типа, ну, ребята ночуют в гимназии. Вот. Там много преподов и так далее. Я обещал, я сделал. Голосуйте. Расскажи, с какой программой ты выиграл президентские выборы? Во-первых, я обещал, что в моей программе было больше спортивных мероприятий. Получается, будем звать из других школ или сами сначала готовиться, чтобы у нас были хорошие сборные команды, и мы будем участвовать. И, прикиньте, в некоторых из них я сам участвовал. Вот. А в волейболе, например. И получилось так, что эти мероприятия мы проводили, и я, что обещал, сделал. Во-вторых, дебаты. Мы провели первые городские дебаты. Получается, позвали из разных школ ребят, и они участвовали. Они участвовали в наших дебатах, 3 школы. А дебаты для чего они были организованы? Дебаты для развития способов коммуникации вообще между собой и оспаривания каких-либо тем. Какие-либо темы мы ставили на повестке дня, и это проигрывали между собой. Это были конкурсы, городские дебаты. Ты закончил свое обучение в школе и поступил куда? Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта на фельдшера, лечебное дело. А почему ты выбрал эту профессию и почему так далеко? Все-таки понятнее было бы, когда ребята поступают во Владивосток, например, да, поближе к Якутску, или Москва, Петербург, Новосибирск, Калининград. Крайняя точка нашей страны вообще.
Калининградская область – самый западный регион России, который является полуэксклавом. Это означает, что он отделен от основной территории страны другими государствами – Польшей и Литвой, и имеет выход к Балтийскому морю. Расстояние от Калининграда до Москвы – 1240 километров. Я поступил туда, выбрал это место, потому что мне понравилось то, что есть море. Мне всегда это привлекало. То, что можно в Европу выходить, и то, что архитектура сама такая европейская. Вот. Меня это очень сильно привлекло, и мои родители согласились переехать. Почему ты решил стать медиком? Всегда, почему-то с детства, хотелось помогать своим близким, чтобы это больше, знаете, не про деньги, не про то, что вот, врачи именно узкоспециализированные хирургические типа зарабатывают много, а в том, чтобы в нужный момент помочь своему близкому. Я больше за этим пошел, чтобы в определенный момент быть рядом, когда человеку нужна помощь. Расскажи немножечко про Калининград, о твоих любимых местах. Калининград – это бывший Кёнигсберг. Это очень классный город с европейским и русским антуражем и атмосферой. Очень много туристов туда приезжают отдыхать на Балтийском море. Много студентов привлекает Калининград тем, что он более такой особенный. Особенный тем, что очень исторический город. Там, понимаете, это бывшее королевство, рыцари и так далее. Это все было там. И просто гуляешь по городу и понимаешь, насколько ты можешь проникнуть всей историей, что было тут, кто был тут. И это очень интересно. На Куршскую косу ездят, на Балтийскую косу ездят. Ездят на Светлогорск, Зеленоградск, Пионерск. Это курортные города, где расположены много ресторанчиков, тоже много исторических мест. И в основном я полагаю, что туристов привлекает сама природа. Главная природная достопримечательность Калининградской области – национальный парк Куршская коса, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь проходит несколько экологических маршрутов. Можно погулять по заповедным хвойным лесам и по одним из самых высоких дюн в Европе. В Балтийской косе, например, там прям песчаные такие пейзажи, дюны. И в Куршской косе тоже дюны. Вот. И там живности тоже много, то есть ты можешь просто ехать и увидеть лису, кабанов. Нюргун – активист якутского сообщества в Калининграде. По официальным данным, в самом западном регионе России проживает около 500 якутян. В 2022 году здесь была организована общественная организация «Земляки Саха» со своими уставом, гимном, эмблемой и сайтом. Объединение принимает участие в культурных мероприятиях города и области на официальном уровне. Также занимается общественными делами, например, проводит сборы денег на помощь землякам, на юбилеи, именины или рождение детей. Ты же лидер молодежного подразделения якутского землячества в Калининграде. Расскажи о своей работе вот в этом направлении. Да, в основном моя работа заключается в организации встреч молодежи, ознакомления вообще с культурой Калининграда и так далее. В основном мы встречаемся на каких-нибудь праздниках дружбы народа и показываем культуру народов Саха. Играем на варгане, читаем якутские стихи, можем спеть. А как калининградцы относятся к якутской культуре? Ты все время говоришь, что вы играете на варгане, читаете стихи на якутском языке. Им очень интересно, они прям... их завораживает нечто такое экзотическое, да, для них. Они, во-первых, говорят: о, это же монголы, да, вот. Я им объясняю, что да, по-разному называют в разных нациях, даже у русских есть, поэтому и варган называется кубыз, кубуз, камыз. У якутов я говорю хомус называется, вот. И они вот, играю на нем, показываю и так далее. Да, просят сыграть, им очень интересно звучание, сама мелодия.
Я им объясняю, как она может влиять на организм человека. Исследовательские работы проводились по этому поводу, и они, получается, влияют на... То есть это же, получается, духовное, то есть на кислородном. Мы насыщаем наш организм, альвеолы, капилляры воздухом, и получается кислородное насыщение. И мозг от этого у нас тоже насыщается этим, и это как дыхательные упражнения. А о Якутии что-то там знают? Да, конечно. Спрашивают, ты откуда? Ты говоришь, я вот из Якутии приехал. И какие ассоциации вот интересны? Ну, во-первых, это сразу холод, минус 60, минус 80 в Эмиконе. Во-вторых, это мамонты. В-третьих, это полезные ископаемые. Алмазы. Алмазы, золото, нефть, газ, да. Я знаю, что каждый год в Калининграде проходит наш традиционный главный праздник Эсэх. Вот. Немножечко погрузи нас в это. Эсэх проводится в основном в Зеленополе каждый год. И получается, что в этом году нам выделили место в самом центре Калининграда. Это очень круто, я считаю. На Эсэх приходят в основном 150-200 человек. И не только якуты, не только саха, и приходят местные калининградцы, потому что им интересно, как вообще, что это за праздник и как оно проводится. Мы, получается, там готовим свои оладушки в якутском стиле, в якутском рецепту, кумыс мы пьем и проводим агохай. Вот так проходит Эсэх в Калининградской области. На торжества традиционно приглашаются художественные коллективы из Якутии. В последний раз своим творчеством гостей праздника радовали этно-фольклорный ансамбль «Дубун» Политехнического лицея, артист Национального театра танца имени Кыл-Уола Дмитрий Артемьев, звезды якутской эстрады Дарья Катиева, Кюнкенат и Иннокентий Васильев Легенты. Якутский Новый год посетили представители 16 национальных общин города Калининграда, а Алгыс благословения в этот день получили более 300 гостей Эсэха. Также организаторы, а это земляки Саха, провели конкурсы «Семья года», «Длинная коса» и «Лучший национальный костюм». Эсэх дружбы 2024 год объединяет наши народы. У нас в России 194 национальности и народностей, в Калининградской области проживает 136. И в Гурьевском муниципальном округе наверняка столько же, если не больше, может и больше. Мы бесплатно предоставляем наши площадки, это в парке в нашем. Сейчас будет открытие парка Света 1 июня. Опять же, будем приглашать всех. Ежегодный праздник Саха Эсэх в Калининградской земле проводит землячество земляки Саха. Здесь и танцы, спортивные соревнования, обряды, песни, эпос Олонтхо, игра на хамусе, все жанры якутского фольклора и в то же время современные песни для наших молодых. А соревнования какие-то, там концерты еще? Да, наверняка идут. там у нас музыкальная программа. Вот в прошлом году прилетал Легентей как раз. И по соревнованию тоже проводятся. Я сам в них участвовал и второе место занял по хапсагаю в прошлом году. И масс-рестлинг тоже проводится. Там прям тяжеловесы были в прошлом году. И у тебя параллельно есть свой бизнес. Да. Расскажи про тату-салон. Как вообще у тебя появилась такая идея? Три года назад, как я начал заниматься татуировкой. Занимаясь много этим, ты понимаешь, что хочется чего-то своего дела, и поставил цель, надо сделать свое. Первая рабочая зона, вторая рабочая зона. И третья рабочая зона мастера. Гитара, дейбир. Мир, где ты можешь его корректировать, управлять, и чтобы ты был там творцом. Вот как-то так работаем. Человек 15 здесь работает. И, в день максимум одновременно 3 мастера, а так мастеров 15. Это я и сделал. Получается, в прошлом году
Я накопил достаточное количество денег, чтобы закупить оборудование, пригласить людей, закупить рекламу и арендовать помещение. Ну расскажи, все-таки, почему ты решил заниматься татуировкой? Однажды на улице я встретил татуировщика. Мы случайно с ним пересеклись. Он рассказал, что есть у него знакомый якут-татуировщик. Он пригласил сначала к себе учиться, но я подумал, я, наверное, лучше к своему земляку. И я нашел его контакты, написал, мы встретились, и я пошел к нему учиться. В Калининграде? Да. С детства я всегда любил рисовать, потому что моя мама тоже творческий человек, она всегда писала картины. И, кстати, недавно ее приняли в Ассоциацию художников Европы. Вот она вот прилетала, и она улетела, я прилетел. Вот, была выставка. И она тоже первая начала заниматься татуажем. То есть татуаж — это тоже тату-машинка и так далее. И я даже не думал заниматься татуажем, но это, понимаете, как будто идешь за мамой, типа, чем она занимается. И она вдохновляет меня всегда, получается. И я всегда в школе рисовал, ребята меня просили им нарисовать что-то, помочь по ИЗО, в черчении я был хорош. Вот. И как будто, ну, честно говорю, я никогда не задумывался, что я буду татуировщиком. Каждый ли человек вот может стать татуировщиком? Что для этого нужно? На самом деле, если ты усидчивый и тебе нравится рисовать, ну, можно. Вообще, татуировать может каждый, но пересечь границу того, что ты делаешь человеку больно, и, ну, это останется навсегда, ну, не каждый может. И ребята, те, кто учились, они, ну, некоторые не переосиливали это, они не могли пронзить кожу, они, думаю, боялись. То есть какая-то ответственность, да, у тату-мастера? И перед клиентом? Да. Да. Это ответственность тем, что, ну, не исправить, по сути, да? Или исправить можно, но болезненно и дорого лазером. А расскажи про самый сложный запрос, с которым к тебе обращались. Что это была за татуировка? Самая сложная работа заключалась с одной клиенткой. Она пришла с запросом на всю спину и по локоть, эскизом крыльев ворона и с звездой. Это был вызов для меня. Это, на самом деле, я понимал, что это будет сложно, долго, но благодаря ее терпению и моему терпению получилось хорошо. Понадобилось около больше 40 часов, 7 дней и по 5-7 часов в день. Нюргун, ты же теперь еще и стендап-комик. Вот. Расскажи, почему ты решил этим заниматься? Как так произошло? Меня почему-то прям привлекло объявление ВКонтакте. Не хочешь ли ты себя попробовать в открытом микрофоне, поучаствовать, посмотреть, как ты можешь держаться на сцене? Потому что потом мне сказали, что это высшая форма ораторского искусства, да? Я решил попробовать себя. Я написал материал, посмотрел, как писать материал, что делать, вот шутки, разгоны, как привлекать внимание, как удерживать внимание. И это все у меня пошло из того, что в детстве я всегда любил выступать и выразительно читать стихотворения. Как ваше настроение? Супер. Но это пока что. Как много красивых дам решили не приходить сегодня в рюмочную, а пришли в планету. Рад вас видеть. Что ты чувствуешь, когда выходишь вот к зрителям? Все-таки это же такой вот момент очень интересный, да? Появляется наверняка какое-то волнение. В основном ты даже не пытаешься рассмешить. В основном то, что тебя привлекает в этом, меня, это само написание материала, то, что я его могу преподнести, и немножечко даже как психологический такой тренинг того, что тебя люди выслушают. Это очень помогает самому тебе раскрыться и немножечко разгрузить стресс. Это очень круто. Вот, само волнение — это тоже очень круто. Если ты не волнуешься, это, наоборот, что-то не так с собой. И когда ты выходишь и переосиливаешь это, и еще все выучиваешь наизусть, очень важно, то это и доставляет эндорфины. А бывали случаи, когда вот никто не смеется? Ну вот никто. Как ты себя чувствуешь в этот момент?
Однажды я пошел с новым материалом, непроверенным, там, где я рассказывал про какие-то психологические, не психологические, а более такие детские травмы. У всех, как будто в наше время, да, у зумеров в основном есть такие детские травмы, проработанные, не проработанные. Я почему-то пошел с этим материалом, думаю, вот сейчас всем понравится, все будут смеяться. И что-то меня это очень сильно самого расстроило. То есть я как-то... Настолько это личное было, как будто я просто такой выхожу и рассказываю, и все такие... Ой, и не до смеха было, короче. Да, бывает такое. Мне сразу объяснили, смотри, вот ты 2, 3, 4 раза выступил, вот все смеются, да, а не всегда так будет, мне опытные говорят. Однажды будет так, что никто не будет смеяться, и ты вообще будешь думать, сквозь землю провалиться. Не хотелось бросить? Были моменты, все равно переосиливаешь себя и понимаешь, что нет, надо действовать, надо идти дальше. Вот один раз что ли, следующий раз. Главное, что ты делаешь это, ты пытаешься, ты что-то делаешь и идешь дальше, не сдаешься. Вот, якуты — это суперский народ, который когда-то сказал Чингисхану: давай, до свидания. Да. И ушли в теплые края. Как нам тогда казалось, до первой зимы, до смертельной зимы. И мы подумали, наверное, лучше минус 40 градусов, чем минус 40 тысяч. Расскажи про выступление. Где вы выступаете? Да? Ты в какой-то команде участвуешь? Взяли, не взяли? Давай. Я участвую в стендап-клубе «Локация». Мы выступаем в ресторане Мушкина, в баре Советов, в разных барах можем выступать. И даже выступал в таком развлекательном комплексе, клубе «Планета». Это было волнительно для меня. И в основном, да, в таких местах. И меня недавно спустя, вот как я начал заниматься, и спустя пару выступлений меня взяли в основной состав стендап-комиков. Я очень сильно удивился, почему так быстро. Мне сказали, как будто у тебя опыт есть. Расскажи про публику. Бывает сложно или нет? Публика обычно разная всегда. Есть иногда постоянники. И сложная публика — это когда, ребята опытные уже, как будто опытнее тебя, насмотренности, знают всякие разные форматы шуток, разгоны, они сами могут тебя рассмешить. Вот. И в такой публике ты можешь почувствовать себя немножечко дискомфортно и понять, эти ребята больше разбираются, чем ты. Да, и с каменным лицом они сидят в основном. А ты импровизируешь? Да, можно импровизировать. Импровизировать можно, когда ты забыл материал, и все начинается. И шоу импровизация. По телевизору же показывают, что комики часто обращают внимание на зрителей, да, и начинают над ними шутить. Да. То есть, может быть, это в виде какого-то диалога там или что-то еще. Ты этим пользуешься тоже? Да, в основном, когда меня сделали ведущим, как раз-таки работа ведущего заключается в импровизации, в взаимодействии с залом и разгонять шутки прямо на ходу вот так. И да, у меня получалось, и все смеялись. И как раз-таки там я немножечко познакомил ребят с якутской культурой. Взял варган и вот Дейбиря благословил всех на юмор. Чтобы смеялись. Да. Ребята реально смеялись. Было неожиданно. Нюргун, спасибо, что пришел. Да, желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях, их у тебя много. Спасибо большое.